Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И я, Зурушев, моя фамилия. Зовут меня Аллам Али. И первый гость в программе «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». Министр образования и науки Чеченской Республики, кавалер ордена Кадырова и мной, уважаемый человек Хошбауди Даев. А поговорим мы сегодня о едином государственном экзамене. Каковы итоги? Машволба, я надеюсь, вы меня поймете и простите, если я начну сегодняшнюю программу не по сценарию, а с того, что поздравлю вас с днем рождения в этом нашем вечернем эфире. Всех вам благ. Не буду спрашивать, сколько лет, не будем говорить о годах. Много. Договорились. Удачи и успеха. И переходя к нашему разговору. А действительно, единый государственный экзамен. Итоги, они каковы? Прошу. Ну, говорить о полных итогах единого государственного экзамена, мы это называем периодом государственной итоговой аттестации, пока еще рановато, Аламали, потому что сейчас у нас идет подведение итогов так называемых путинских дней, которые были впервые обозначены в этом году. По предварительным результатам мы всегда, каждый свой анализ, конечно же, он всегда только сравнительный, мы сравниваем с 2023 годом, с таким же периодом, и мы наблюдаем, делая что у нас положительная динамика в части и так называемого среднего балла по всем предметам, сдаваемым в рамках ЕГЭ. Это, конечно же, в первую очередь и главный акцент мы делаем на тех наших выпускников, которые остаются, к большому сожалению, без аттестата, мы так называем этот период, потому что либо русский язык, либо математика, оба они являются обязательными для получения аттестата после 11 класса. За прошедший период, такой же в 2023 году, у нас было таких людей, не получивших аттестат, порядка 7%. В этом году уже сравнительно мы наблюдаем, что их уже меньше 3%. Это много, мало, все равно лишь... Если спросить. Это, конечно же, каждый даже один выпускник, оставшийся без аттестата, это очень много, потому что для его семьи, для его родителей, для его самого себя, он один, это, конечно же, весь мир. Но без этой практики, конечно же, не бывает ни в одном регионе. И уже мы наблюдаем, что порядка 250 человек в этом году останутся без аттестата. А средний балл, проходной балл, и сколько у нас стобальников? У нас сейчас уже в этом году 6 стобальников. Это и русский язык, и химия. Впервые у нас появился стобальник по предмету, такому сложному предмету, как физика. Конечно же, мы это радуемся. И где-то более 1500 человек, издававших ЕГЭ, мы наблюдаем, что это высокобальники. Высокий балл считается, это 81+, то есть 81 и более баллов, занявших по разным предметам. У нас более 1500 человек. Мы, конечно, этому показателю рады. И детям, конечно, еще предстоит так называемая сентябрьская пересдача, по результатам которых будет еще увеличена положительная динамика. Но, к большому сожалению, сдавшие или пересдавшие в сентябре, они не смогут уже в этом году, по крайней мере, никуда поступить, ни в высшее учебное заведение. Мы к этому еще вернемся. Да, и тут я хочу... Поэтому, конечно же, 250 человек для нас сравнительно динамика хорошая, но все равно мы считаем, что есть к чему стремиться. Мы к этому еще вернемся, я повторюсь. А пока я хочу вот о чем вас спросить. В мае месяце, если я не ошибаюсь, вы заявили, что по итогам проверочных работ и тестирований около 300 школьников не будут допущены к сдаче ЕГЭ из-за неудовлетворительных результатов. Оно так и было, они не были допущены. Смотрите, обязательным требованием к допуску к сдаче единого государственного экзамена относится так называемые итоговые сочинения, на которые выпускнику дается 3 попытки. Первая попытка тогда такая была 6 декабря 2023 года, следующая попытка это февраль, и, конечно же, третья попытка это уже середина апреля текущего месяца. Дополнительно каждая школа к этой позиции, к этому праву еще дополнительно имеет право не допускать к единому государственному экзамену так называемого круглого двоечника, это так мы абстрактно назовем, который по всем параметрам отстает по всем позициям.
У нас было таких в мае месяце порядка 300 человек, но мы со школами отработали дополнительно. С некоторыми 11-классниками была проведена в школах определенная работа, и в конце у нас осталось 226 человек, которых мы, ну, к большому сожалению, для нас и для них мы не допустили к сдаче единого государственного экзамена. Это всегда было. Без сдачи итогового сочинения это контролирует единая государственная система через Рособорнадзор Российской Федерации, и его работа отсканированная должна быть в системе, потому что тот почерк, которым он писал это сочинение, потом уже компьютер сравнивает с почерком, когда он сдает ЕГЭ. И это обязательное вот это сравнение, когда почерк должен четко соответствовать. Это такая система ЕГЭшная, мы так называем ее, без которого никак. Поэтому работа, которая либо не написана, либо написана на двойку, она в системе, и Рособорнадзор ее видит, потому что здесь мы какие-то поблажки делать, так называемые, или идти навстречу, как порой нас просят родители, мы не можем. Прежде всего, если бы мы могли такие результаты как-то подкручивать, мы, конечно, это делали бы не ради родителей, не ради выпускников, а ради самих себя, потому что это наш показатель нашей работы. И поэтому здесь, конечно же, мы всегда стараемся максимально это объяснять и ученикам, и родителям, и чтобы они полностью, прежде всего, изучали систему подготовки к ЕГЭ, а потом уже непосредственно саму систему сдачи ЕГЭ, где мы уже подробно под роспись ознакомливаем и ученика, и родителей. То есть тут нет ничего сенсационного, удивительного? Абсолютно нет, ничего нового нет. Это единая система для всей страны, эта система не первый год, поэтому здесь никаких недопониманий быть не может. Вы, как министр, довольны результатами, скажем так, предварительными? Выпускники каких школ особенно отличились в этом, так скажу, интеллектуальном марафоне? И какие предметы были самыми актуальными, востребованными и популярными по выбору? Ну, мы про русский язык и математику вообще Уже не говорим, говорили. потому что это обязательные базовые экзамены. Здесь, как говорится, ни лево, ни право. У нас среди выпускников наших особой популярностью пользуются из дополнительных предметов. Это, конечно, обществознание, это и предмет истории, потому что люди, которые в последующем поступают либо на экономические и исторические факультеты, их обязательно с них вузы, высшие учебные заведения требуют соответствующего балла по данным предметам. Но на первом месте, конечно, у нас стоят такие направления, такие предметы, как химия и биология, поскольку много у нас, ежегодная такая тенденция у нас есть, много наших выпускников выбирают направление медицина, и здесь как раз требуются именно эти два естественно-научных предмета. И здесь в этом году ничего нового также не случилось. Конечно же, мы просим, мы стараемся дополнительно проводить работу, чтобы увеличивалась динамика выбора таких предметов, как физика и информатика, но в связи с тем, что в последующем при поступлении в вузы Российской Федерации, особенно находящиеся на территории Чеченской Республики, не требуют балла по физике, соответственно, люди, выпускники не убирают. Но у нас такая психология человеческая, какая? Есть барьер, мы к нему готовимся. Нет барьера, мы к нему, конечно же, не готовимся. Поэтому вот такие предметы из дополнительных, это самые популярные, повторюсь, химия, биология и обществознание. Вы, как министр, довольны результатами? Но я доволен в том плане, что есть положительная динамика по отношению к предыдущим годам. Вот я Если говорил, сравнить с прошедшими годами, да, у нас... если повторюсь, предыдущий период, такой же период было не сдавших один из предметов русский язык и математика, то есть, повторюсь, не получивших аттестат, порядка 7%, в этом году их менее 3%. Конечно, такая динамика нас радует, но в последующем мы сейчас уже после периода окончательного подведения итогов будем уже собираться и строить новый план на новый учебный год, с сентября, который начнется, и с нашими коллегами, районными руководителями отделов, департамента образовательных организаций выстраивать ту более плодотворную работу, по крайней мере, мы будем такое планировать, чтобы те упущенные моменты, которые мы уже наблюдаем, на них обратить более внимание. И, конечно, то, что у нас лучше всего выстрелило, сработало прошедший учебный год, на это также делать дополнительный уклон. А тех, кто не сдал, мы говорили, что мы вернемся к этому вопросу, у них нет в этом году никаких шансов.
А смотрите, если... На пересдачу или как-то еще? Если выпускник не сдал один из таких предметов, как русский язык и математика, они имеют право пересдать в сентябрьский период. Все дополнительные, мы так называем, предметы пересдавать они имеют право в следующем году, в конце следующего учебного года. В марте месяце традиционно бывает так называемый досрочный период, либо основной период, который начинается или начнется в мае 2025 года. Смотрите, согласно сайту вашего ведомства, я узнал, что 2165 выпускников текущего года общеобразовательных учреждений республики подали заявление на пересдачу одного из предметов ЕГЭ. Это те, кто не сдал экзамен или решили улучшить свои показатели, улучшить балл. Как тут Ну, прокомментируйте? это такая так называемая новелла в этом году. Впервые по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина было дано указание Рособорнадзору, что определили дополнительно 2 даты, чтобы сдававший или проваливший экзамен в основной период имел право пересдать повторюсь, один из экзаменов. Это может быть экзамен либо проваленный, либо тот экзамен с результатами, которым он недоволен, не то количество баллов он заработал. Поэтому такие даты по всей России были определены единые, это 4 и 5 июля текущего месяца были определены. Вот в эти даты, в 2 даты, в 1 и 4 более 1700 человек сдавали, и в следующие порядка 400 человек у нас сдавали экзамен. Результаты нами еще не получены, мы их должны получить до 17 июля. Это, повторюсь, такое нововведение, наверное, последующие годы это останется, но пересдающий экзамен должен четко понимать, мы доводим, что тот результат, с которым был он недоволен во время сдачи в основной период, если он идет на пересдачу в резервные дни, мы их так называли, первый результат аннулируется абсолютно, и уже он идет на такой так называемый, можно сказать, риск пересдачи, отказавшись от предыдущего балла. Но я недоволен оценкой и пересдачей. Тут как быть? На апелляцию идти? Смотрите, есть такое понимание, как апелляция, вот, но дело в том, что апелляция не дает той разницы и тех дополнительных баллов, которые наши люди хотят. Вот бывает человек, что ему даже до проходного балла, грубо говоря, не хватило 5-6 баллов. Есть в каждой работе, ЕГЭшной работе, так называемые 2 раздела. Это первый базовый раздел, который компьютер оценивает автоматически, и так называемая развернутая часть, где он четко своей рукой должен расписывать те или иные задания под соответствующими номерами в тех контрольно-измерительных материалах, которые ему предоставлены. Есть у нас, конечно, так называемая апелляционная комиссия из тех лучших специалистов, предметников, которые по каждому предмету, который есть в Чеченской Республике. И здесь, конечно, мы каждому назначаем соответствующую дату приема такого человека, где специалист конкретно ему рассказывает, за что ему такой-то балл был добавлен, либо не был добавлен. Бывает у нас на Ламаре такие случаи, когда во время апелляции, наоборот, снижается балл. И такое бывает? Да, очень часто такое бывает, потому что есть так называемое перекрестное оценивание в регионах тех работ по ЕГЭ, которые написаны. Допустим, если все те работы, которые в основной период наши люди пишут по всем предметам ЕГЭ в Чеченской Республике, эти все работы оценивает не Чеченской Республики. Они отправляются в другой регион, ни у одного человека нет по своей работе ни фамилии, ни имени, там есть только так называемый идентификационный штрих-код, номер, по которому работа оценивается. Соответственно, если нашим специалистам поступили в этом году работы на оценивание основного периода, значит, они однозначно с другого региона. Поэтому... Это, так сказать, независимые? Это независимое, так называемое перекрестное оценивание. Это так и называется. Вот дело в том, что когда работа, оцененная первым специалистом, где бы он ни был, она идет в автоматически единую систему электронную Рособорнадзора, и когда регион идет уже на дополнительное оценивание, то есть балл добавляется, если там есть ощутимая разница, есть такое понятие, как третье независимое оценивание. То есть специальный представитель предметов Рособорнадзора, когда видит, что одна и та же работа 2 специалистами оценена по-разному, он свою оценку
более высокую со своего уровня дает, и тот специалист, который поставил неправильную оценку, либо заниженную, либо завышенную, он попадает в так называемый черный список, поэтому вопрос добавления баллов, он очень щепетильный, и здесь, конечно же, как наши люди поверят, такое есть, что единая апелляция тебе балл добавит. Конечно, это неправильно. Тут могут и понизить. Есть, конечно, есть люди, которым мы добавляем балл, но он должен быть очень обоснованным, очень заслуженным. Смотрите, Ходжбауди, Госдуму на рассмотрение внесен очередной законопроект об отмене единого государственного экзамена. Инициатива группы депутатов подразумевает, что вместо ЕГЭ выпускники школ будут сдавать традиционные государственные экзамены. Ваше мнение? Но Очень интересно. много и часто задают мне вопрос про вот эту вот инициативу. Она, кстати, насколько я знаю, Госдума внесена такая инициатива уже не в первый раз. Не в первый раз, я и говорю, очередной раз. Неоднозначно откладывалась. И здесь и средства массовой информации спрашивают мое конкретное мнение. Мнение не только как министра, но и как родителя, рядового жителя нашей страны. Мое мнение такое. Во всем есть плюсы и минусы. Я не за и не против. Но, с другой стороны, я считаю, что просто отменять процедуру ЕГЭ без определения какой-то новой альтернативы, я считаю, что это неправильно. Это будет как минимум шаг назад на 10 лет, потому что изначально, когда определялся вот этот формат сдачи, окончания школы в формате сдачи ЕГЭ, он конкретно был определен. Но я здесь твердо убежденно считаю, что пусть меня и Минпросвещение России, и, если хочет, Рособорнадзор России, пусть меня критикуют, я считаю, что немножко мы отошли от той задачи, от той цели, которая изначально ставилась во время введения единого государственного экзамена. Формат сдачи ЕГЭ, я считаю, слишком перекрученный, слишком большой контроль за ребенком, где он, конечно же, не испытывать стресса, волнения не может. Вот у нас нередко бывают такие случаи, когда круглый отличник в школе, он просто испытав, оказавшись вот в этой как бы ауре в среде, да, сдачи ЕГЭ, он просто теряется, перенервничает и не может сдать ЕГЭ. Мы считаем, что и те бесконечные метки, когда человек, сидя за партой в течение своих 4 часов, да, 3 часа 55 минут, он пишет постоянно, если он даже в окно посмотрит, почещется где-то и там куда наклониться, сразу через камеру поступает метка, и туда должен забежать представитель штаба в этом пункте приема экзамена. Проверить, и у него узнать, уже да? постоянно его как бы докучать, постоянно у него спрашивают, вот это я считаю чрезмерно, потому что здесь такие перекрученные гайки, они мешают, во-первых, системе образования тщательно, нормально готовить не только саму систему школы, но и, конечно же, нашего представителя, прежде всего, наш ученик, наш выпускник, тому или иному экзамену, конечно, в последующем обрабатывать все это. И здесь в очень большой степени школы выполняют при сдаче ЕГЭ большие функции, которые, по идее, должны были выполнять федеральные высшие учебные заведения во время приема и отбора тех абитуриентов, студентов, которые у них по конкретным специальностям должны учиться. Поскольку, ну, есть поверье, это где-то в какой-то степени это правда, что защитить дипломный проект, наверное, даже проще, чем сдать 2-3 в пакете 3-4 государственных единых экзамена. Поэтому здесь я считаю, что вопрос должен быть очень тщательно изучен, углубленно разработан, и должна быть, если отменяется, то какое-то предложение своего родного российского, на что меняется вот этот формат. Смотрите, скоро 1 сентября. Давайте поговорим об этом. И новый учебный год. И тут хочу спросить вот о чем. Вы, опять же, также в мае заявили, что детей с низкой успеваемостью будут оставлять на 2-й год. И особенно это касается учеников 4-8 классов. Можно тут тоже поподробнее? Что и как? Смотрите, вот мы очень часто слышим просьбы, требования от населения: верните советскую систему обучения. Ну, в предыдущем вопросе вопрос отмены ЕГЭ, он также относится к возвращению в советское время. И мы также помним, все мы учились в школе советского времени, мы помним, что
отстающих на второй год оставлять, это было рядовое дело, и каждая школа и система образования имела тому право. Сегодня, к большому сожалению, мы очень часто в наших школах, очень часто, повторюсь, к большому сожалению, чувствуем достаточно такое неуважительное отношение к самой системе образования. Где-то небольшой, пусть, но процент непослушания учителей, директоров школ, тех требований, которые постоянно внедряются от Рособорнадзора, Минпросвещения в систему образования, меняются федеральные государственные образовательные стандарты, вносятся новые образовательные основные программы и так далее, и так далее. Здесь, конечно же, постоянно пускать дальше с теми детьми, которые освоили образовательную программу, вместе с ними дальше в следующий класс пускать тех людей, которые, не учились, так назовем. Мы считаем, это, конечно же, неправильно, это вынужденная мера, ничего нового. Но оправданно. Это абсолютно оправданно. Мы хотим этим шагом не только наказать этих отстающих, мы немножко хотим такое пробудить чувство ответственности. Это такой стимул. Образовательной школе, конечно же, где-то сейчас наказать, кто-то пусть и обожжется, но остальные, чтобы обратили на это внимание и знали, что отстающие, как принято, в любом случае в следующий класс пойти не могут. Почему начали 4 класса? 4 класс — это такой последний, можно сказать, выпускной класс начальной школы. Начальная школа — это 1-4 класс. И после 4 класса ребенок уже от этого учителя, классного руководителя переходит в основную школу. И когда мы говорим о подготовке к тому же пресловутому ЕГЭ, наши родители думают, что если в начале 11 класса ребенка они там репетитора наняли, еще что-то там, то есть усилили образовательный процесс, то он готовится к ЕГЭ. На самом деле от одного года мало что зависит, хотя, конечно, подтянуться можно. В тех же заданиях контрольно-измерительных материалов ЕГЭ есть задания с 6 класса. С 6 класса, то есть 7, 8, 9 и соответственно. И поэтому за 1 год обучить всему, что было ранее в классах, годах, курсах пропущено, мы, конечно, не можем. И мы хотим, чтобы наши дети, еще раз повторюсь, обратили внимание и знали, что есть конкретные требования, хотя бы какого-то базисного уровня характера, без которых мы последующие классы пускать не будем. А у нас школа до родителей все это доводит? Конечно, в обязательном порядке это доводится, все результаты доводятся. Есть так называемые личные кабинеты, есть электронные журналы, дневники. Никакой новостью это, что бы наши родители не говорили, не обернется и не обернулось. В обязательном порядке доводится. И здесь мы некоторому проценту из этого количества дали шанс, чтобы они, прежде всего родители, вместе с школой, вместе с репетиторами провели какую-то определенную на их усмотрение работу, благодаря которой в августе, уже в следующем месяце, предучебном месяце, мы могли бы дать шанс на пересдачу или переаттестацию, на котором уже школа будет конкретно решать, идет этот ребенок, отстающий в следующий класс, или остается на 2 год. Смотрите, часто родители жалуются в последнее время, что из-за большого количества домашних работ, которые им приходится делать с ребенком, родителю делать с ребенком домашнее задание, что они не могут вовлекать детей эффективно к обучению и решению этих задач. Вот как тут вы бы я считаю, что прокомментировали? это такие всегда родительские отговорки, потому что ребенок, который готовится к школе, не только к домашнему заданию, а вообще к школе, к образованию готовится вместе с родителями. И ребенок, который, несмотря на свое усердие, как-то дома уже внутри своей семьи отдален от участия своего родителя, конечно же, успеваемости очень сильно отличаются. Ребенок, который осваивает школьную программу, он сдает и всероссийские проверочные работы, и ОГЭ в 9 классе, и единый государственный экзамен без проблем. В последнее время мы привыкли, что во всем виновата школа, за все ответственна школа, школа должна все делать, за все. Это на самом деле не должно так быть. И в советское время, о котором мы чуть ранее говорили, тоже так не было. Всегда считалась школа, что это второй
второй дом. Всем нам говорили, учителя, я помню, наверное, вы помните, в школе говорили, школа ваш, уважайте, школа ваш второй дом. Второго не бывает без первого. Да. Второго без первого не бывает. Поэтому мы, конечно же, призываем наших родителей, да, все занятые, у всех времени мало, все уставшие вечерами, может, бывает и так далее. Но ребенок есть ребенок, да, здесь ограничен, как-то отдален от этого процесса родитель быть не может. Очень часто у нас такое встречается, без домашнего задания. Я уверен и считаю, нельзя, потому что мы все прошли в школу, в котором мы выполняли домашнее задание. Конечно же, отдельного такого реагирования отрицательного, раздражения вызывает у наших родителей, не только даже у учителей, большое количество электронных ресурсов, которые сейчас требование такое есть. Но как раньше было, если к школе готовит ребенка родитель, ему достаточно было предыдущее, да, время, десятилетия, это покупить для него портфель, ранец, да, пенал и так далее, Книги, там, еще книгу, необходимо. обложку и так далее. Но сейчас обязательное требование, если ребенок полноценно участвует в образовательном процессе школьном, у него должен быть соответствующий доступ к интернету, он должен быть зарегистрирован и пользоваться электронными ресурсами и так далее. И это, конечно же, дома, это обязательство родителя. Когда такое слышим, сразу родитель говорит: ой, я не хочу своего ребенка поручать телефону, я, наоборот, пытаюсь своего ребенка отучить от телефона, почему я должен обеспечить его смартфоном, интернетом и так далее. Мы говорим: без проблем. Обеспечивать дома компьютером, ноутбуком, подключенным к сети интернет, и все. А контролировать, какими именно ресурсами дома он пользуется в этом компьютере или ноутбуке, конечно, учитель не могут. Это исключительное право и обязательство родителей. А насколько эффективно вовлекать родителей в обучение детей? Или нужно ли это делать? Это обязательно нужно. Обязательно нужно, если нет такого четко замкнутого треугольника школа, родитель и ребенок, в тандеме просто школа-ребенок не получается. Не получается, и никогда этого не получалось, потому что ничего нового человечество не придумало. И здесь, конечно же, мы всегда требуем, просим, чтобы приходили на родительские собрания, участвовали в школьной жизни ребенка. И где есть такое участие, поверьте, результаты и понимание достойно уважения. И последний вопрос. Скажите, Хошбауди, что сделано в регионе по нацпроекту образования? С начала года, скажем так, вот давайте вот этот промежуток возьмем. И что предстоит сделать до конца? Вот так, вскидку, если спросить. Ну, здесь хочется вернуться немножко, сказать, вернее, о последнем десятилетии. Прошу. Потому что все последние годы, послевоенные годы, особенно здесь еще раз большая, огромная благодарность нашему уважаемому главе Рамзану Ахматовичу, который вопрос школьной системе довел до президента Российской Федерации. Особенно самая проблемная у нас была нехватка ученических посадочных мест, потому что население растет. Мы на первых местах по демографическому процессу среди всех регионов Российской Федерации. Мы страдали так называемой проблемой трехсменного режима обучения. Благодаря участию главы республики при поддержке федерального центра мы в прошлом году такую проблему ликвидировали. Но здесь, конечно же, мы должны работать над тем, и соответствующее поручение от Рамзана Ахматовича у нас есть, в связи с тем, что у нас население растет, мы должны, обязаны, вынуждены увеличивать количество посадочных мест в наших школах. Вот для простого примера. В прошлом году, в 2023 году, было построено, введено в эксплуатацию 27 новых образовательных школ, организаций с посадочным числом более 14 тысяч. В этом году, до конца года текущего календарного, мы должны открыть еще 11 новых школ. До конца года? До конца еще текущего, 11? Да. С суммарной посадочной мощностью более 9 тысяч посадочных мест. И, конечно же, мы в числе лидеров, в числе таких активных регионов в рамках участия, отдельно скажу про национальный проект образования, потому что мы также лидеры и по другим национальным проектам. Здесь именно внимание главы республики и его высочайший авторитет, и на федеральном уровне знают, что как глава региона отдельную, каждую позицию контролирует внутри региона, здесь мы пользуемся отдельной благодарностью и уважением, соответствующим отношением от федерального центра, поэтому к нам внимание отдельно, и мы, пользуясь этим
моментом, конечно же, стараемся, как говорится, выбивать из федерального центра все больше и больше. Конечно, мы в этом году открываем также и новые кванториумы, новый IT-куб, закупаем оборудование для цифровизации образовательной среды. Здесь я считаю, что мы в числе лидеров, и подготовка к новому учебному году, к 1 сентября, это, да, Аллах еще раз покажет. Здесь отдельно нужно сказать, что и про региональный общественный фонд, которому недавно исполнилось 20 лет, имени нашего первого президента, героя России Ахмад Хаджи Кадырова, который традиционно, на постоянной основе является нашим таким символом поддержки, символом нашей надежды, и всегда получаем соответствующую поддержку. Мы уверены, что и подготовка к новому учебному году в этом году не будет исключением, и все эти упомянутые объекты, и также мы плюс к нему еще капитальному ремонту подвергается 6 существующих так называемых старых школ. На Живертовском районе мы к 1 сентября дополнительно плюс еще должны открыть новых 3 школьных спортзала, открыть в высокогорном Зандаке 4-квартирный учительский дом. Недавно мы в самом Биное того же Наживертовского района в рамках фестиваля «Биноевская весна» открывали 6-квартирный учительский дом. Это те мероприятия, те дома, которые строятся за счет того же регионального общественного фонда. И мы уверены, что через такие вложения, так называемые инвестиции в систему образования, да, мол, будем мы ежегодно показывать все новые и новые положительные результаты образовательного процесса в Чеченской Республике. Мы успеем к 1 сентября, и мы готовы к началу нового учебного года. Да, мол, в этом нет никаких сомнений. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Еще раз поздравляю от себя лично, от нашей телерадиокомпании вас с днем рождения. Всех вам благ. Итак, дорогие друзья, вы сами все слышали. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И министр образования и науки Чеченской Республики, кавалер ордена Кадырова Хошбалди Даев. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.